Выездная студия Башкирского спутникового телевидения работает на Общероссийском юридическом форуме в Уфе. И прямо сейчас наш гость – председатель Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема Общероссийского юридического форума в Уфе в этом году звучит как трансформация правовой системы в эпоху современных вызовов. Что есть современные вызовы сегодня и в какую сторону идет трансформация? Ну, у нас вызовов столько, что мама не горюй, как говорится, у нас не только российские, но и мировые вызовы, в том числе пандемия. Ну и, собственно говоря, пандемия, она же нас сильно стимулирует к этим цифровым технологиям. И, конечно, с этой точки зрения, для нас важно быть, не просто плестись, но где-то и впереди, может быть. Башкортостан нам показывает активный пример. И, конечно, мне кажется, у нас у всех есть свой опыт, важно им делиться в регионах, не только в столице это все обсуждать. И, конечно, мне кажется, что вот сегодня приехали коллеги с хорошим опытом, с хорошими знаниями. Мы, конечно, обсудим разный опыт. Вот у нас коллеги там с Екатеринбурга приехали из столицы. Мне кажется, это очень важно. Но меня попросили сегодня, мы только вчера приняли закон о публичной власти во втором чтении, достаточно тяжелый закон, вокруг него много различных мифов. На самом деле он упорядочивает отношения и, в принципе, для взаимоотношения властей внутри любого субъекта, плюс властей с федеральными властями и с муниципальными, как вывод для граждан, чтобы были понятные правила. И мы как раз вот сегодня это обсудим, поговорим. Тоже меня попросили достаточно подробно. Я после вчерашнего голосования 3 часа простоял на трибуне. Вот, мы в первый раз сегодня именно уже по итогам будем обсуждать. Павел Владимирович, законодатели какую динамику хотят придать с помощью закона о публичной власти? Динамику мы хотим придать упорядоченности и защите прав граждан. И чтобы граждане, понимаете, они не должны знать, где чья компетенция, они должны решать свои проблемы, а не смотреть чьи-то полномочия. Вот мы хотим вот такую динамику придать, чтобы была упорядоченность и защита прав граждан. Мы знаем, что порядка 500 предложений было внесено ко второму чтению. Около 200 точно. Из них было принято, внесено для рассмотрения. Как вы оцениваете вот такую активность? Просто колоссальный интерес. Знаете, первоначально как-то сосредоточились на том, сколько сроков будет у губернаторов, у глав регионов. Но этот вопрос вообще решается в субъектах федерации, в своих конституциях и уставах. Вот. Потом сосредоточились на одном из глав, я имею в виду про президента Татарстана, стали обсуждать. Но реально, конечно, надо обсуждать полномочия, реально нужно обсуждать деньги, которые на это идут, кадры, и как это скажется на людях в первую очередь. Вот это надо обсуждать. И, конечно, вот последние, наверное, 3 недели мы вот с губернаторами, с председателями Заксобрания непосредственно занимались этими вопросами и достигли потрясающего результата, потому что мы про полномочия, про деньги, про кадры смогли все записать в одном месте, в этом законе. И более того, вот Собянин Сергей Семенович предложил классную формулу. Мы думали, это не сможем сделали. Мы написали, что любые какие-то изменения возможны только в федеральном законе и именно в этом законе. Ни в других законах, ни в других постановлениях правительства и так далее, а именно в этом законе, чтобы понимать какие-то деньги, как это скажется на людях. И, конечно, это, мне кажется, хорошее завоевание. Пока мы его все не осмыслили, но если это у нас получится, это, конечно, великое дело. Ожидаете ли вы каких-то резонансных еще заявлений к третьему рассмотрению? К третьему чтению? К третьему чтению. Вы знаете, у нас там есть одна поправка, которая, скорее всего, будет только одна. Это по поводу участия федеральных депутатов в законодательных органах субъектов федерации. Я лично считаю, что в принципе, должны и так. Но есть ситуация, когда федеральных депутатов в Заксобрание не пускают. Бывают такие. Оппозиция требует, чтобы мы это закрепили, конечно, в законе. У нас уже есть эти права, мы немножко их более четко распишем. А так он будет постепенно вводиться в действие. И полностью уже заработает в 2022 году с 1 июня. Какие еще актуальные проблемы стоят перед нормотворцами, если взять шире? Знаете, я, как говорится, по своей кафедре, я QR-кодом не занимаюсь, хотя очевидно, что
права одного человека заканчиваются там, где начинаются другие. Это вопрос очевидный. Но с точки зрения права это все нормально. А с точки зрения технологий, как это делать, это вот надо этим заниматься. Вот. Наша задача проводить дальше поправки, которые вытекают из Конституции. И, конечно, глобальная задача – это изменение законодательства о местном самоуправлении. И ни больше, ни меньше. Поэтому это тоже будет крупный закон. Мы его, скорее всего, в этом году внесем, но уже рассматривать будем в следующем году. Основные тезисы какие будут в нем? Тоже вот навести порядок по полномочиям, по возможности передачи, чтобы передавались с деньгами, а не просто вот сами делаете, откуда хотите, оттуда и берите. Нет, так не получится. Вот, поэтому вот этот основной тезис. Но вот у вас нет такой истории. Есть у нас двухуровневые муниципалитеты. В Башкортостане этого нет. А в некоторых субъектах есть, где есть, допустим, муниципалитеты. Внутри муниципалитета есть город, который отдельный, самостоятельно. Вы, слава богу, этим не занимаетесь. Во многих регионах есть. Поэтому нам надо эту проблему по всей России решить. Вот здесь у вас как-то это получше выстроено. Вот. Но есть просто скандалы, конфликты, коррупция и такая история для граждан очень плохая. Павел Владимирович, в рамках Общероссийского юридического форума в Уфе вы представляете, презентуете книгу. Какие смыслы вы вложили? Да, есть великий реформатор, так можно его назвать, Спиранский, который родился еще даже не имея фамилии, но сумел стать вторым человеком в империи. Потом, проведя определенную часть предложений, в том числе он смог таких же, как он, допустить вхождение во власть с помощью образования, с помощью мозгов. Вот. Но потом от этого пострадал, был репрессирован, но потом вернулся и опять продолжил свою работу. И, конечно, огромная величина, это для нас огромный пример. Он кодифицировал все законодательство империи. Все, никто этого не сделал, только в VI веке император Юстиниан давно-давно в Византии это сделал, никто, даже Наполеон такого не сделал. И на самом деле, конечно, такой хороший пример возможностей и динамики, и то, что человек был в разных ситуациях, но продолжал работать, трудиться, это конечно, дорого стоит. И последний вопрос. Дайте, пожалуйста, оценку эффективности площадки Общероссийского юридического форума в Уфе. Все-таки вы несколько лет подряд принимаете участие. Я стараюсь, все время принимать участие. Я хочу сказать, во-первых, поблагодарить вообще коллег. Юридическое сообщество у нас здесь мощное. Снова вышли на первое место в этом году, это здорово. Какой-то был отрезок, когда чуть-чуть как-то так, другие органы обогнали, другие регионы. Поэтому, конечно, все в совокупности, и эта конференция мощная, отличная. Мы все здесь обсуждаем, спорим, и какие-то решения принимаются. И, конечно, и другие способы работы. Мне кажется, особенно сегодня мы на конференции АЮР говорили. АЮР – это Ассоциация юристов России. Мы как раз говорили о юридической помощи и так далее. Это все чрезвычайно важно. И, конечно, конференция – это важный блок составной этой всей огромной работы каждодневной. Спасибо большое, Павел Владимирович. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.